Да кошмар, что тут происходит. Или нас собрались вытравить тут, или хрен его знает, что тут собирается. А Аксенов говорит, что тут все нормально. Машинки все поржавели, новая машинка. Вообще ржавчины вот такой слой. Все ручки на дверях, все. Это кошмар, что творится. Я всю жизнь на заводе проработал. У нас такого в жизни не было выброса, а тут такая фигня произошла. Что это вино? Я всю жизнь, говорю, проработал. И выбросы проходили, все это. Но такого не было, что армян вздыхает, елки-палки, а. У меня началась аллергия, и она распространяется на все лицо. Сперва это был только один глаз и зуд, невыносимый зуд. Таблетки, вот сейчас только я выпила таблетку, не сильно помогает. Но какое время она поможет? И она распространяется, потому что источник не останавливается, но состояние плохое. Понижается давление, у меня оно и так низкое. Работать сил нет, а работать надо. Дышать невозможно ничем. Масок нет. Вот вы видите, в какой я маске стою? В армянске, по всему Армянску масок нет, я детскую маску покупала. Что делать? Скажите, вообще не выходить на улицу? А нам нужно работать, нам дальше жить как-то нужно. И никто ничего не делает. На химическом заводе я проработала 30 лет, но такого ощущения, как сейчас в Армянске, у меня не было. Носоглотка течет все, глаза пекут, горло печет. Вообще даже спать невозможно. У меня онкология. Как мне жить? Мама умерла от онкологии. Сейчас сестра после операции. Когда нас перестанут травить? Когда? Я уже не могу, понимаете? Ночью вообще невозможно. Сегодня все лицо опухло. Почки болят. Туда, когда приехала, сразу носоглотка идет, все это чувствуется. Состояние тошнота к вечеру, головная боль. Но это ладно, у нас организм уже сформированный. А детский организм? У меня вчера внук было тоже к вечеру, открылась, я сама готовила пищу свежую, все это, рвота, головная боль и рвота. Когда я обращался в поликлинику, в регистратуре врачи разговаривали, что с такими симптомами всех отдельным списком проводить. То есть сверху это уже знают приблизительно, что это, зачем это. С каждым вечером, вот ребята говорили, даже окна не надо открывать, с каждым вечером все хуже и хуже. Вот только что говорят, что с соседнего садика детей вывозят уже на скорой помощи. Как нам дальше быть с этим? Как нам дальше жить? Дитё идет и говорит: мамочка, я умру от этого яда. Это как понимать? Машины черные, а легкие у детей тогда какого цвета? Нас просто трусит, мы вообще боимся, куда бежать, чего делать, как нам быть. Птицы умирают, животные умирают. Нету дворовых котов, собак, которых здесь, кстати, постоянно очень много. Как оно скажется через полгода? Что будет с нашими дыхательными путями, с пищеварительным трактом? То есть, никто не акцентирует на то, что страдают люди в первую очередь, в прямом смысле этого слова. Мы крепче, чем животные, поэтому, соответственно, мы это будем видеть потом. Нам никто не компенсирует наше здоровье, и мы все хотим жить. Сильно очень пострадал перекоп у нас. У меня напарник на работе, он сказал, мухи исчезли из сарая, где свиньи сидят. Извините меня, о чем можно говорить? Помидоры, деревья осыпали все, жалко молодых. Только весной посадили, все, листочки опали, груши, яблони, все стало черное. На откосах, в подъезде полностью жировой налет. Но до сих пор у нас не обрабатывали. Вот я сама на дачном участке тоже все погибло. Все без листьев, весь урожай, все погибло. Озеро, кислотонакопитель завода «Титан», который впервые, то есть за время наблюдения, вообще впервые, то есть высох до такой степени. Впервые. Никогда подобной ситуации, вы жили здесь и до этого, никогда подобной ситуации не было. Иначе бы это раньше точно так же поднялся бы вопрос. Вчера
Я, Роспотребнадзор, во всех детских садах и школах брал пробы внутри помещений вчера, я говорю вам, обещаю, так оно и было. Нигде, ни в одной школе, детском саду превышения допустимой концентрации не было. И у меня все официальные основания, все есть, налеты, я вам объясняю, со всех иллюстр, то есть и в квартирах, все службы брали здесь, отправляли в том числе в столицу. В налетах вредных для здоровья веществ, я вам говорю, на официальные исследования не обнаружено.